Чип-чал. Итак, добро пожаловать. Егор, приветствуем. Знакомьтесь, это вот Егор Кирсанов. Друзья, вас приветствую в летнем Якутске. У нас все так же жара, 10 августа сегодня. Сегодня я уезжаю, уже поеду в Питер и дальше там до Крыма, надеюсь, доберусь. И вот у меня последний день, я пытаюсь все успеть, и обязательно сегодня я должен сходить последнее занятие. Ну, я пойду вот сейчас на правило. Я очень давно вас хотел познакомить с очень интересными людьми, кто этим занимается. Вот Егор Кирсанов, сейчас вы с ним познакомитесь, он меня с ним год назад познакомил, с этим тренажером. И вот я говорю, что я прям вот... Это очень крутая штука. Сейчас вы все увидите. У меня 2 недели назад заклинило спину. Я там неделю восстанавливался. И как только смог вот шевелиться, я пошел сразу туда к нему заниматься. Сегодня 5-е занятие у меня будет. То есть, ну, для здоровья, для физической крепости, для суставов, для связок. Это просто уникальный тренажер. И Егор, причем я ходил год назад, там было все по-старому. За год он модернизировал очень существенно. Прям вот круче стало, я сейчас занимаюсь, и вот, ну, прям все интересней. Ну, после этого такое прям чувство в теле очень хорошее. Главное, чтобы у меня после тренировки еще сил хватило дела все поделать. Надеюсь, хватит. Ну, посплю, может, чуть. Потому что там действительно вот, казалось бы, вроде не так мощно, как ты в зале занимаешься. Ты вот упражнения делаешь, но усталость такая прям вот, ну, чувствуется, что прям тело все хорошо поработало. Поехали. Так, вот у нас чип-чал. Итак, добро пожаловать. Егор, приветствуем. Знакомьтесь, это вот Егор Кирсанов, создатель практически вот этого всего. Ну, то есть, был такой белорусский тренажер, да, по-моему, вот, изначально? Вот стоит, да. Который там. Это я первый раз на него приходил, вот здесь. Ну, потом со временем, Егор, вот за год я был просто очень так удивлен изменением. Модернизировало все. История создания вот этого вот именно тренажера в том, что мой брат Тюмен Хамаганов привез с Белоруссии тренажер правила. Подумали, что это вещь очень нужная, и решили вот с Егором делать такой тренажер, чтобы он включал в себя, ну, чтобы очень много элементов, ну, больше было. В процессе создания, и у нас, так сказать, у нас фантазия разыгрывается, и давай сделаем так, давай сделаем так, в Ютубе смотрим, думали, за месяц все сделаем. В итоге за 5, да? Все это делали, ага. Вот, закончили, покрасили и сюда пока установили. Вот. Вы же много вот опытным путем, да, вот оптимизировали все. Целых 5 месяцев, все лето, прямо до конца августа, ну, с сентября начали работать, ну, просто это, ну, улучшили, как сказать, вот этот тренажер, да, это, ну, он изначально назывался Велес, да, сейчас они как-то по-другому называют, да, это продукт оздоровительного центра Магавей, Минск. Мы чуть-чуть ее, ну, не то что совершенствовали, мы чуть-чуть по-другому чуть сделали, да, по своим этим видениям, как должно быть, наверное. Ну, тут он такой, тут он как бы только тянет только спереди, да, и то тросом, сзади как бы сепия. Да. Получается, да. А у нас как бы она, ну, есть в России такие же тренажеры, да. У вас динамика везде, вот где ноги динамика идет. Он действует более мягко, да, более амортизирует, как бы, более щадяще действует. И дети, да, и ну, люди пожилого возраста, да, тут могут уже заниматься, да, а на том уже были какие-то ограничения, и этих ограничений было очень много, да. Но мы сделали, как в одной раме, да, мы совместили несколько тренажеров. Получается, вот обычное правило, да, обычное правило, получается, у нас и, ну, мы называем вертушка, да, вращение, да. Тренажер вращения, тренажер вертикализатор, да. Ну, сейчас покажем, да.
Вы же еще вот работали до этого много лет в, как Ну, она, я реабилитационной в медицине. реабилитационном центре, да, вот именно то, что я вот первый раз почувствовал, да, вот, попробовал этот тренажер, да, я сразу понял, что этот один тренажер, да, заменяет весь наш кабинет ЛФК. Ага, там российские, вот, артромотор, немецкие тракционные аппараты вытяжения, да. Ну, и при том именно сочетание вот этих, наверное, всех этих тренажеров, да, в одном тренажере, да, дает такой эффект, синергетический эффект. Ну, мультипликативный, можно сказать. Ну, сейчас тогда буду заниматься, а вы подробнее по ходу дела расскажете. Вот Николай нам поможет сегодня в съемках. Что, разминаюсь тогда? Вот Геннадий Владимирович Лаптев, да? Подошел к нам. Здрасте. Хотел вам его тоже показать, потому что вот как раз когда я пришел, видел, как он занимается, и ну, по нему можно, вот он расскажет, какие достижения достигли вы вот на этом тренажере, да, физические. А сколько лет вам? Мне 60. 60 уже, да? Ну, вот я тогда увидел, как вы там, вы лучше меня делали. Единственное, что сегодня вы уже позанимались, я хочу, чтобы вы в конце тоже, ну, один раз подъемчики поделаете еще. Хорошо. Сначала хорошенько разогреться, чтобы там ничего у нас, да? Нет, не повредилось. Пойдемте. Руки затянули. Я одеваю такие вот перчаточки, потому что меня жмет сильно руку. Вот у меня там руки костленькие. Мне так вот удобнее в перчатках. Первый разминочный. Потянуться, размяться. Потихоньку будем нагревать все суставы, сухожилия, да, чтобы случайно не получить травму. Сразу на подход пошел, да? Ну, вроде тогда идет. Это называется силовые подъемы. Надо сегодня хорошенько, все-таки крайний раз до отъезда. Сегодня, да? Ага, ну сегодня ночью уже улетаю. Ну, правда, надо не перестараться, мне еще кучу всего сделать надо. Еще вещи там собирать. А в Санкт-Петербурге-то, наверное, есть такое тоже, да? Есть, да? Есть. Если по тренажеру немножко рассказать, то он скорее, это, ну, первый, наверное, сделал все-таки Сергей Дубровский из Белоруссии, да. Он, я так понял, что он после травмы очень сложно восстанавливался, да. И попробовал все методики, которые есть. И он не смог восстановиться, сделал свою разработку, да, именно вот этот аппарат. В основном работает со связками и с сухожилиями. Сейчас уже пойдем. Это он уже остынет. В свое время жил в районе, да, но там время было копаться в интернете, что-то искать, да. И вот я нашел вот документы, да, что именно она делала. Раньше был все-таки тренажер колодец силы, да. Вот она сделана, вот эта вена сделана на основе вот этого колодца силы, который в свое время изобрели именно воины, да, на заставах, белорусских заставах, которых с испокон веков-то они охраняли границы Руси. И вот он сделан на основе вот этого наказания дыбы. На том станке мы постоянно так делаем, на этом станке. И осталось. А сейчас мы чуть по-другому поднимаемся. Тогда мы так делали. Сейчас я переверну
откинуть. Вероятность есть такая, что на батарее просто не могли это раньше победить, и их арканами их увязывали, и тогда только они могли с ними как-то расправиться. Да? Богатыри были настолько сильные, что они разрывали и веревки, и полностью расправлялись с сотнями бойцов, потому что там, получается, все 100 сразу же на одного не нападут. Вот. И он выкашивал как траву просто всех. Настолько был неуязвим, как дикий зверь. Если мы возьмем вот сейчас, как вот, например, тигр хватает там быка или там дикого кабана, да, то мы этого кабана вообще даже не удержим. Он нас просто сметет, да? А если мы уже сухожильно-мышечную систему восстановим, то, по сути дела, мы тоже будем в природе равноценными с животными. Но так как нам в нашей жизни такие сухожилия, связки не нужны, организм у нас ограничивает вот эти связки и отсылает эту энергию строительства на какие-то другие цели. Откладывания, например, жировых каких-то тканей, да? Тут еще основной же эффект от того, что тянется все, да? То есть у меня боль даже, когда ты занимаешься не от мышц, которые они забились, а именно вот начинает связки уже тянуть, уже так вот опускаешься. И вот Полностью расслабляет, растягивает, да, убирает все блоки, да, зажимы, да, и места напряжения. У Акина уже потребность, я вижу, есть. Надо туда, говорит, идти, говорит, да? Куда? Сюда, на правило. Не у Акина одного, у нас есть эти. Видимо, он подсел уже. Да, подсевшие. Ну как ты чувствуешь? Отлично. Прям уже как будто бы ты жестко в зале позанимался, хотя я всего лишь там 3 упражнения сделал там по 8-10 подъемов, или сколько там получилось. Ну так, у меня после этого сейчас долгое время я ходил периодически на турник, на брусе, но реже, чем хотелось. Ну, такой не было активной физкультуры. И вот я заметил, допустим, там какие-то технические упражнения, по груши, например, там стучать. Как-то вот леность какая-то в руках, прям нет мышц, скорости, которая была. Буквально после 3-го занятия я домой пришел, и прям вот сразу вернулась та вот ловкость рук, которая теряется. Вот за 3 занятия всего лишь. Просто мы называем вертушкой, вращение, вращение. Но они бывают отдельно, бывают совмещенные. Когда есть такие правила, такие, там, такие, да, там очень сложно вот такую сделать. Поэтому мы сделали. Есть одна такая, да, именно Московская институте физкультуры, по-моему. Там есть один профессор, да, он сделал такое правило, да, и похожие фермы, наверное, усиления. Мы, наверное, от них что-то посмотрели, да, что-то по-своему сделали. И тут узлы разные, конечно, мы сами делали, чтобы они выдерживали там до 150 килограмм веса. Что у меня есть племянник, который весит 140 килограмм, специально под него делал. 1,95 м рост у него. Хотели и сделали именно 4 в одном. Тут 4 правила. Вот вращение, да. Сейчас вертикализатор, обычное правило. Еще у нас есть колодец силы, который мы убрали. Потому что в нем могут заниматься только единицы. Там очень сложно. На весах она. Поэтому мы вот эти купили вот эти блины, там вот эти все. Да? Там вес нагружаешь, да? Да, туда на 4 противовеса тут стоят. И на каждой руке там сколько-то килограммов должно быть. Мне нравится, когда она поднимает, ты расслабляешься, так вот тянет потихоньку. Это лучшая профилактика варикоза, при котором вся кровь, да, как сказать,
вся застоявшаяся кровь начинает наконец-то подниматься. Все внутренние органы доставляются на свое место, да. И лучшие, наверное, сосудорасширяющие средства для организма человека. Тут позвоночник оставляется с помощью собственного веса. Почти все упражнения мы придумали сами путем научного тыка. Расскажешь, Дагина, про это упражнение своими словами? Но это упражнение дает возможности основным артериям освободиться, если они зажаты. Здесь у нас паховые блоки получаются. Ну вот. И когда мы разминаемся, паховые блоки отпускают, и артерии, вены, которые здесь находятся, они дают возможность уже обеспечивать в полной мере организм кровью, это питательными веществами. Ну и у человека усиливается полностью все. Осанка выпрямляется, уверенность появляется, потому что основная часть это все-таки снабжение кровью и питанием весь организм. Ну как самочувствие? Отлично, хорошо. Такая приятная усталость. Сейчас самое интересное. Перетянуть можно, да? Да. Сейчас тогда последний силовой. Называется вибрационные массажные веники. И тоже, ну она, в принципе, историю ведет, скорее всего, с Тибета, тибетские массажные веники, не стальные пульки, они создают вибрацию. Это, наверное, лучший лимфодренажный массаж, который есть пока. Самая приятная часть. Аналогов в мире нету для правильно. Это наша авторская методика, как сказала одна девушка. Ну, немножко расскажу про историю создания вот этого тренажера. Да. Есть очень много российских разработок, да, они разные, да, вот я как и говорил, да, они разной высоты, там разной длины, там есть деревянные какие-то эти, да, разработки, да, тоже называется правило от слова править. У нас есть вот такая руна, называется ИТ, ну она похожа на букву Х, да. Именно вот белорусский тренажер, да, именно вот он делал вот такой диагональ, идеальную руну, которая у нас, ну, тюркская руна называется. Вот этот и мы воплотили в этом станке. Если тут мы сделали, ну, в большом гараже, да, и именно мы смотрели, да, наверх, да, и смотрели, вот эта руна выходит или нет. Когда делали, да, вот этот, например, да, мы как настраивали как музыкальный инструмент. 1, 2, 3, 4, да, и вот сюда, ну, перемещали, да, мы там гору этого железа, да, ну, когда делали, мы, наверное, очень много экспериментов, да, вот это, например, третий ролик у нас. Сначала мы с 350 500 килограмм, сейчас они у нас стоят двухтонники, 20 килоньютон выдерживает. Сначала настроили вот этот аппарат как тонкий, ну, такой музыкальный инструмент, а сейчас мы уже можем настроить любого человека, да, в любом возрасте, да, и выжать из него максимум возможностей его организма. Именно это позволяет только вот этот аппарат.
человек приобретает такую физическую форму, да, которую, например, он, например, в обычном тренажерном зале, да, он за 2 года не достигнет, может быть, за 2 месяца может достигнуть той физической формы, которую он не достигнет на тренажерном и за 2 года. Ну, фитнес-зала, да, у них силы нету, невыносливости нет. Из-за чего, да? Из-за каких-то, какого-то зажима, да, из-за какого-то блока, который у них, может быть, образовался, может, когда-то они, может, когда падали, да, даже не падали, да, они, что-то у них там нарушилось. А мы убираем именно вот эти блоки. Когда убираются вот эти блоки, начинает работать хорошо, ну, нервная система, да, сосудистая система, да, и за счет вот этого и такой феноменальный эффект Комплекс получается, да. Все Именно, вместе тело да, одновременно вот. работает. И сначала, когда люди приходят, а у них, например, ноги отдельно работают, руки отдельно. Вроде бы человек здоровый, да, мускулистый, да, спина отдельно работает, а у него все отдельно работает. Да, а мы именно включаем полностью, налаживаем все вот нейронные связи, которые, может быть, когда-то нарушились. Даже, может быть, человек не знал об этом, да, а мы и это восстанавливаем. Именно мы правим человека. У нас есть дети, которые, да, первые пришли, да, мы некоторые сколиоз первой степени, да, мы правим за несколько занятий. Конкретно, прямо это мы все исправляем. Сначала исправляется осанка. Да, тут растягиваешь человека, да. Очень уникальный тренажер, да. Я, наверное, хочу сказать спасибо Сергею Дубровскому, да, что сделал именно вот такой, да. Ну, мы хотим вам сказать за это да. спасибо, что Ну, мы хотели принесли именно массу. помочь своему народу, наверное, своей республике, да, чтобы побольше было, ну, здоровых людей, у которых, ну, хорошие хотя бы здоровый позвоночник, да. Ну, он в основном формирует мышечный корсет человека полностью. У меня, например, полностью я травмирован, да, у меня этот компрессионный перелом позвоночника, да, грыжа, да, протрузии, да, вот это я, ну, за счет вот этого, наверное, тренажера кое-что исправил, да, кое-что я просто сформировал, за счет мышечного корсета. Она там как бы мозоли осталась, да, но за счет вот этого мышечного корсета я как бы, ну, нормально хожу, да, и это, ну, занимаюсь как бы, ну, любимым делом, там, спортом, любыми этими, именно благодаря только этому тренажеру. Ну, поэтому я и захотел его в массы принести, потому что действительно вот, Да, ну это, чтобы больше людей я узнали. немножко расскажу, да, вот. Как она попала, да, вот, это тоже отдельная история к нам в республику, да, это у нас есть один друг, да, Тюмень, да, у него были тоже проблемы со здоровьем, да, спина, да, нога, да, и вот он поехал именно, и благодаря, наверное, интернету, да, он узнал, что есть в Минске такой центр, да, Магавей, и там именно лечат его, ну, его проблему, да, спину, да, там позвоночник, да, и тут поехал туда, ну, попробовал все, что тут есть в Якутске, да, и он, излечившись, да, он тоже решил, да, что именно этот аппарат, да, не нужен не только ему, да, а нашему народу, да, и поэтому он там купил вот тот аппарат и привез, они вдвоем там с Яковом, да, они привезли тот аппарат именно в Якутию, но продвигать было очень сложно, да, и многие не поняли его, да. Я первый раз, когда попробовал, я только как бы сумел только взять 3 занятия, да, и тогда у меня был личный вес 102, там 104, колебалось, там 104, там 105 колебалось, и благодаря вот 3 занятиям, да, у меня появилось, а до этого я ходил, да, в тренажерный зал, да, попробовал бегать, да, вообще ничего не было, вообще ни энергии, ни сил, ничего не было, да, и думал, уже мне здесь пришел, да, когда вот после вот 3 занятий, да, у меня такой феноменальный эффект был, да, что у меня сила аж перла. Я прямо, я носил вот 16 килограммов, вот эти гири, да, на этом, в рюкзаке, прямо в стадион приходил с гирей, а там есть разные эти, да, шины, да, и там средние гири, шины, да, я переворачивал в воздухе, вот такая. И где-то я за 3 недели, наверное, бросил, ну, где-то 17-19 килограмм. Я стал 85 килограмм. Ну, сейчас я этот вес почти держу. 85, там 88, там 90 бывает иногда. Я тогда уже начал копаться, да, я приехал туда в район, да, и начал копаться в интернете. Что за феномен, да, я вот всю жизнь занимался реабилитацией людей, да, у нас очень много разных тренажеров, да, я, все испытал, я всегда на себе всегда испытываю, да. Про Сергея Дубровского, да, как он
травмировался, да, как он, ну, вот пришел именно к этому, да, аппарату, да, потому что мы все знаем, да, и Бубновского, Дикуля, да, но получается человек вот не смог восстановиться известными ему, ну, даже медицине, да, нашим этим, да, методами. Он нашел старинные рисунки, да, которые белорусские заставы, да, мы, например, только знаем, ну, Брестскую крепость, да, а они же тысячелетиями держали, ну, сотни лет, да, несколько сотен лет держали именно границу Руси, да. И как они, у них были свои наработки, да, свои методики именно тренировок. Ага. И один из этих уникальных тренажеров, которых у них было, да, был именно вот древнеславянский, да, тренажер, ну, правило называется, да. Если вот копаться, да, в истории вот именно этих застав, да, пограничных застав, да, там приходили разные люди, там воры, да, там какие-то беглые люди, да, ну, а некоторых они просто ловили, да, им нужны были воины, которые, ну, хорошо сражаются, да, и у них одно из самых излюбленных наказаний, да, это было дыбы, ага. Людей подвешивали просто, да, там на несколько дней, да, на неделю, да, кто-то из них, конечно, как большинство не выдерживали, там, вывих руки, там, туда-сюда, ага, и все-таки умирали, а те, кто оставались, да, у них, во-первых, исправлялся характер, да, ага. Они начинали, ну, становились не просто покладистыми, да, и вместе с этим очень сильными, очень быстрыми. А им нужны были воины, которые в доспехе, да, могут сражаться несколько дней. В Куликовской битве, да, были, вот, засадный полк, да, в основном состоял из тех застав, которые пришли из Белоруссии, да, с Украины некоторые, да. Все-таки, ну, если копаться, да, то там есть отдельная каста воинов, называется араксы. Араксы Белоруссии, да, есть украинцы-характерники. Ага. Вот именно вот эта группа воинов и занималась вот на этом тренажере, да, колодец силы. Ага. И вот именно вот они, да, сделали перелом в Куликовской битве. Русские, да, вот как переводится, да, у нас есть слово уру, да, это родственный, да. Русские, да, уру-ус это родственный народ по-якутски. Ага. Поэтому мы всегда говорим, да, вот русские, да, это наши все-таки родственный народ. Ага. Любой этот, да, шаман, да, любой этот, да, ну, наши пророки, да, в виде, ну, Алексей Алексеевич Куликовский всегда говорили, да, это наш родственный народ, ага, урустр. Ага. Поэтому всегда, раньше всегда в советское время, да, мы говорили вот старшие братья, урустр. У нас есть белые шаманы, да, и черные шаманы, да, а черные шаманы для чего нужны, да, они именно нужны для войн, да, они, у нас есть, называется Ильбисхан, да, если нас мало, да, вот якутов, да, ну, Кайсаха, да, мало, да, то кого-то вводят в транс, да, и называется это Ильбисхан, да. Они становятся очень быстрыми и очень сильными, феноменально сильными, и их первыми отправляют в бой, всегда. Сергий Радонежский, да, он изначально был не православным монахом, да, он был обычным волхвом, ну, русским шаманом, да, и вот именно он, да, вел вот этих воинов, да, араксов, да, характерников именно в такое состояние, да, и они пошли первые, потому что первые прорубают вот это. И именно они сделали перелом именно в Куликовской битве. Именно засадный полк, который состоял из белорусов, да, украинцев, да, которые пришли именно из застав, да, и которые занимались именно в таких же тренажерах правильно. Вот в этом и феномен вот этого аппарата. Хотели найти золотую середину, да, именно золотая середина оказалась именно в золотом сечении, который, ну, 1,68, 1,86. Но хоть как сделать, да, она будет все равно будет полезна. Хоть вот такое правило, хоть такое правило сделать, да, хоть какое-то там несколько метров в высоту, да, там есть такие там разработки, да. Она будет все равно, эффект будет там, но именно самый феноменальный эффект, да, будет именно из соотношения, если люди, да, которые будут делать вот такие же аппараты правила, да, там внедрят вот именно золотое сечение. Я очень рад, что я познакомился, кстати, с этим тренажером. Жалко, что дойти никак не мог до вас. Я вот сколько времени хотел, а потом уже понимаю, что надо уезжать. Блин, думаю, хотя бы вот чуть-чуть походить. И ну, вот мы тут внедрили, доволен. наверное, полностью все свои знания, которые мы получили за несколько десятков лет. Да, это все-таки заслуга не только наша, да, это наших преподавателей, которые, например, я очень много проходил на стажировки, да, вот,
Центральный научный институт протезирования, да, институте имени Альбрехта в Питере. Я много раз там был. А тогда были другие преподаватели. Я учился же в социальном техникуме по Растанной, где вот Лиговский проспект, да, Растанная, да, там есть социальный. Единственное, кстати, даже по СНГ, по-моему, учебное заведение, которое вот, готовит, да, именно, ну, протезистов и реабилитологов, да, вот, полезное просто только там, в Питере, только других в России больше нету нигде. До сих пор? До сих пор, ага, до сих пор. Я учился, наверное, ну, после советское время, да, ну, были у нас преподаватели, которые вот именно советской закалки, да, вот они именно обучали, да, нас, ну, по-советски, наверное, ничего не скрывая, ничего не это, да, именно нас внедряли они прямо это. Максимально все Да, все свои знания, которые знали, да. Я вот эти все знания вот я внедрил вот сюда, наверное. На этих, да? Да. Ага. Ну, хотя бы раз. Тут хочу, чтобы Геннадий еще сейчас разочек на силовых. Вы первый раз сразу сделали хотя бы, ну, или как у вас было, когда вы только-только пришли? Когда я только пришел, несмотря на вроде бы физическую форму, нормально вроде я как бы себя чувствовал, но оказалось, что когда я был в армии, я немножко надорвался, да, и потом это все прошло, но когда я начал заниматься, то у меня такая боль была, что я даже не шевелил. 3 подхода у меня было 3 дня, да. Ну так как мне Егор дал возможность просто самому лежать и как бы по самочувствию действовать, да, то он мне дал возможность просто пролежаться и поразминаться. Я разминался, просто разминался. И ни одной подтяжки я не сделал. То есть так получилось, да. А потом уже когда мне мышцы дали возможность уже отработать, и я сразу начал уже работать. Где-то сразу я поднялся там где-то 6 раз спокойненько. Поэтому, в принципе, вот данная методика и данный тренажер, он дает возможности сформировать сухожильно-мышечную систему у любого человека, как в природе люди. Потому что все связки, все органы, они в основном на сухожильной части сидят, да? И подчиняются сухожильно-мышечной системе, так скажем. И даже мышцы тоже сухожилием подчиняются. И поэтому при восстановлении сухожильно-мышечных связок подтягиваются и мышцы, и органы. Вот. В этом плане. Егор, помоги, пожалуйста. Александр Зас был силач, он Да. же говорил, что мышцы не нужны, нужны сильные связки. Да. Дело в том, что он имел в виду, что именно связки дают возможность усилить вот эти мышцы, которые есть. Не обязательно накачивать огромные мышцы, чтобы сделать. Если даже есть огромные мышцы, но нет сухожильных хороших связок, то в принципе силы-то и не будет большой. Поэтому, если человек хочет заниматься тяжелой атлетикой, легкой атлетикой, для начала ему нужно сначала восстановить сухожильно-мышечные связки, а потом уже отрабатывать борцам. Вот. Вот этот станок, он как раз как бы первичная часть подготовки человека для каких-либо тренировочных, и соревнований, спортивных или боевых. Егор, рассказывали же, что у вас спортсмены приходили перед соревнованиями, они там призовые места занимали, да? Что вот физическую форму. Да, именно он играет, вот за счет того, что играет со все блоки, он становится более быстрым, наверное, более выносливым, более сильным, чем в обычном состоянии. Человеку 60 лет, да, скоро 30-летний. Ну, лучше меня делать. Когда начал заниматься, где-то через несколько занятий уже был на уровне 50 лет, потом 40 лет, а сейчас вот достиг этого уровня, когда мощнее, чем 30-летний. Притом ребята только не среднестатистические ребята, а те, которые занимаются спортом, да, почти профессионально. Вот именно находится в таком уровне. А Гене сейчас 60 лет.
можно так и отдыхать. Делают современные вещи. Секрет открою. Дело в том, что вот есть болезни позвоночника или связок, да. Так как я массажист все-таки, да, и много через мои руки людей прошло, и я понял, что в основном все зависит от связочного аппарата. То есть, если мышцы, как в трубке, костную систему содержат, да, то там и капилляры, и нервы, они в нормальном состоянии находятся. Как только нарушаются связки, то есть мышцы становятся менее пластичными, то позвоночник выходит из этой как бы шкурки такой, да, мышечной, и перетягивает сосуды и перетягивает нервную систему. Связь становится неполноценной, питание позвоночника тоже неполноценным, и он потихонечку начинает засыхать. Спасибо большое. Очень рад был хотя бы 5 раз дойти перед отъездом. Вернусь, постараюсь обязательно снова походить. Все, давайте, да, Удачи. до свидания. Ага. Всем Новых открытий Здоровья. и здоровья. Да, всем здоровья тоже пожелаем. Так что, друзья, я очень рекомендую попробовать вам этот тренажер. Не только в Якутске, вот кто живет в других городах, я с Егором поговорил, у меня там уже камера села, что этот есть и в Москве, и в Воронеже, куда я тоже поеду, на мой родной город, где я родился. Ну и в разных других городах Новосибирске есть тоже разные типы правила. Кто живет в других регионах, узнайте, наверняка у вас тоже есть что-то. Потому что я действительно, я по себе ощущаю. Сейчас вот я после тренажера, сейчас еще поездил тут пару часов, у меня такая вот как бы слабость, конечно, в теле, но очень приятно. Ты тело прям свое чувствует, начинаешь так вот владеть, и силу какую-то, организм обретает. Прикольно. Правда, вот я искренне рекомендую попробовать хотя бы сходить на пробное занятие. У них там есть пробное занятие, оно 500 рублей, по-моему, стоит. Проверить вообще, понравится вам это, не понравится. Контакты я оставлю в описании Егора. Можно по WhatsApp писать. Там Инстаграм есть. Инстаграм у него была старая страничка, он ее потерял. Сейчас новую сделал. Можно там в директ написать. Так что всем здоровья, всем сил, жизненной энергии и молодого биологического возраста. Это мы тоже обсудили, я уже без камеры, что действительно биологический возраст после этих занятий прям молодеешь. Существенно. Все, счастливо всем.